При всей трагичности и драматичности произошедших экологических событий, которые трактуются однозначно как экологическое бедствие, оно вряд ли сколь-либо серьезным образом окажет воздействие на Абхазское побережье. В полной мере оценить масштабы катастрофы теоретически мы можем, но практически как это будет реализовываться, сложно предсказать. Экологическая катастрофа в Черном море продолжает набирать обороты. Как известно, 15 декабря прошлого года в Керченском проливе во время сильного шторма потерпели крушение 2 нефтяных танкера. В результате ЧП в море попало около 4000 тонн тяжелого топочного мазута. Нефтяные пятна распространились на сотни километров от места происшествия. Мазут дошел до берегов Анапы и Крыма. Муниципальные службы и сотни волонтеров бросились собирать мазут в мешки и отмывать пострадавших птиц и дельфинов от вязкой жижи. В числе неравнодушных граждан и студенты Абхазского государственного университета, которые решили праздничные дни провести не за отдыхом, а занимаясь вместе с остальными очисткой побережья Анапы от нефтепродуктов. Мазут, в отличие от нефти, уходит на дно. Поэтому с каждым новым штормом на берег выносит новую порцию нефтепродуктов. Руками и лопатами волонтеров ситуацию не исправить. Нужны скоординированные усилия госструктур. На федеральном уровне работа по ликвидации аварий активизировалась после того, как президент России Владимир Путин публично дал понять, предпринимаемых мер недостаточно. Нужно срочно прекратить утечку нефтепродуктов из танкеров. Из той информации, которую получаю, делаю вывод о том, что все, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно. В Абхазии с беспокойством наблюдают за разворачивающейся трагедией в Черном море. А экологи прогнозируют возможные последствия разлива нефтепродуктов для республики. Ученый Роман Дбар отмечает, холодная вода сдерживает распространение мазута. Из-за низких температур он вязкий и менее текучий. Пока это хорошая новость. Подобного рода катастрофа, наверное, в каком-то смысле уникальна, потому что обычно при крушении танкеров, разливов нефтепродуктов в море всегда это связано было с другими формами нефтепродуктов. Это могла быть там, сырая нефть, это могли быть другие нефтепродукты, бензин, керосин. Но в данном случае это тяжелые нефтепродукты. И мазут обладает определенными свойствами. Он вязкий, он тягучий. И при этом есть некоторые положительные моменты. Это произошло зимой, когда температура воды сравнительно низкая. В тот период в Азовском море температура воды была около 4-5 градусов. Ну, что она бывает разная, включая вот Таганрогский залив, где обычно самые низкие температуры. И течение выносит эту холодную воду в Черное море. И температура на участке катастрофы составляла около 7-9 градусов. То есть это достаточно холодная вода. И естественно, что в холодной воде мазут не обладает такой текучестью, и он не растекается, и при этом он все же легче воды, поэтому он поднимается к поверхности. И оказывается под воздействием как течений, так и ветрового воздействия. И в первые же дни он оказался выброшен на берег на участке Анапы. То есть его развернуло и направило на восточные берега Керченского пролива. Но в то же время
Значит, плавающие части мазута были развернуты ветровым волнением и направлены в сторону Крыма. Являющийся одной из самых тяжелых фракций при перегонке нефтепродуктов, по школьной программе еще известно, да, по химии, крекинг нефтепродуктов, является одной из самых тяжелых фракций при этой реакции. Оно под действием холодных низких температур имеет свойство сжиматься в комки, в комок. И это несколько облегчает, да еще и порывы ветра и морской волны, их выбрасывают, соответственно, на берег. И это облегчает сбор, с одной стороны. Но при этом надо отметить, что мазут, являясь, если не убрать вовремя все с пляжей, в таком ускоренном варианте, что ли, до наступления летних температур, то может произойти следующее. Под действием высоких температур может произойти еще растление самого мазута и проникновение частиц этих веществ вглубь почвы, вглубь песка. Ну, как предполагают некоторые ученые, этот пораженный слой может проникнуть где-то до глубины метра. Вот представляете, с морского побережья убрать метровый слой песка или гравия, это не имеет значения. И тем не менее, это на самом деле очень такая вот масштабная экологическая катастрофа, которая произошла. Часть, соответственно, расползается по поверхности моря, часть штормами выбрасывается на берег, а еще какая-то часть, вполне возможно, что может оседать на дне. Но самое сложное, конечно, будет то, что будет спрятано с глаз человека и то, что окажется в морском дне. Поскольку если на берегу можно так собрать и утилизировать в специальных хранилищах или специальных нефтеперерабатывающих предприятиях, то мазут, оказавшийся на дне моря, трудно с ней что-либо сделать. Гидрологические характеристики Черного моря позволяют ученым оценить и спрогнозировать, как будет вести себя пятно мазута и в какой стороне его ждать. Основное черноморское течение движется вдоль турецкого побережья, затем доходит до восточного угла у Грузии, разворачивается, движется вдоль Абхазского побережья, затем движется вдоль Кавказского побережья России и, в общем, огибает практически все берега Черного моря, при этом делая два достаточно крупных циркуляционных течения, которые располагаются в восточной и западной части Черного моря. Но общее направление против часовой стрелки, все воды Черного моря движутся по кругу. То есть любое плавающее загрязнение сначала направляется на запад, затем, достигая западных берегов, разворачивается и затем уже движется вдоль южных берегов на восток. То есть это циркуляционное основное черноморское течение. Скорость его составляет ориентировочно 5-6 км в час. То есть это скорость пешехода. Вот с такой скоростью воды Черного моря движутся по кругу. Поэтому любые плавающие на поверхности предметы, они движутся по этому кругу. Но здесь нужно иметь в виду и следующий момент. Над морем, над Черным морем дуют достаточно сильные ветра. Мы даже вот в данный момент видим реальную картину ветрового
процесса над Черным морем. Над поверхностью Черного моря в данный момент видны как направленные ветровые потоки. И если же это плавающие предметы обладают достаточной парусностью, они подхватываются ветром, и они могут быть унесены в разные части Черного моря. То, что из Керченского пролива часть нефтепродуктов оказалась на Анапском побережье на протяжении нескольких десятков километров, в первую очередь это было связано именно с ветровым волнением. В дальнейшем направление в сторону Крыма этих плавающих пятен или остатков мазута, они уже были связаны с основным Черноморским течением, направлением именно на запад. И сегодня на протяжении нескольких сот километров встречаются некоторые элементы, значит, нефтяного загрязнения, вот мазутного загрязнения, как последствие этой техногенной катастрофы. Для Абхазского побережья угрозы мазутного загрязнения нет, говорит ученый. Все по той же причине. Движения вод Черного моря происходят с востока на запад против часовой стрелки. Иными словами, чтобы добраться до побережья Абхазии, пятно должно будет обогнуть все берега западного и южного побережья Черного моря. Ветра, которые в дни катастрофы были направлены в сторону Крыма, также отвели от нас угрозу загрязнения. Мы, к счастью, не находимся в зоне воздействия этого мазутного пятна, потому что основное загрязнение будет перемещаться с востока на запад. И для того, чтобы добраться до нас, этому загрязнению придется обогнуть все берега западного побережья, южного, и только тогда этот мазут доберется до нас. Даже отдельные элементы, плавающие на поверхности, будут сдуваться ветром к тем берегам, которые находятся на всем западном и южном участке Черноморского, значит, побережья. И таким образом, даже если какие-то отдельные элементы этой катастрофы будут доходить до нас, то это будут крайне незначительные вещи. Надо еще добавить, что после этой катастрофы в течение почти целой недели ветра были направлены от нас в сторону Крыма и Керчи. И таким образом даже те плавающие отдельные элементы, значит, этого пятна, они фактически не дошли до нас. Ученый все же не исключает, что мазут в виде загрязненного песка и гальки может попасть на пляжи Абхазии, потому как вдоль береговой поток движется с запада на восток. Но и тут есть природные барьеры для твердых пляжных наносов. Дело в том, что мазут в силу своей вязкости, оказавшись на берегу, он смешивается с песком. И образуются своего рода такие асфальтоподобные комки, которые представляют собой вымытые фракции мазута, из которых в процессе волнения оказались вымыты наиболее легкие части нефтепродуктов, и такие битумизированные комки, смешанные с песком. Они уже, конечно, не плавают, потому что их плотность оказывается достаточно высокой, и они опускаются на дно. Они могут представлять собой достаточно серьезную проблему. Дело в том, что они могут быть захоронены под слоем песка и гальки в процессе волнения, и затем в течение зимних штормов могут вымываться из-под глубоких слоев песка и гальки на пляжных участках. При этом надо иметь в виду, что если течение направлено с востока на запад, то вдоль береговой поток твердого материала движется в противоположном направлении в сторону Абхазии. То есть волны, ударяя в берег, перемещают инертный материал, песок,
гальку, камни перемещают с запада на восток, в то время как течение несет легкие плавающие предметы в противоположном направлении. Но даже при этом возникает, естественно, вопрос, а насколько это может угрожать нашему побережью? Ну, надо сказать, что перемещение на такой большой дистанции в несколько сотен километров, он сопровождается истиранием, измельчением и с оказанием воздействия, очень сильного механического воздействия на те предметы, которые волнение перемещает. И плюс ко всему, чем ближе это оказывается к побережью Абхазии, тем крупнее становятся реки, которые фактически создают в своих устьевых зонах своего рода такие непреодолимые барьеры для перемещения вот этих твердых пляжных наносов, которые могут нести на себе загрязненные частицы мазута. Поэтому даже при том, что этот процесс существует и он направлен в противоположную сторону, он все равно не дойдет до Абхазии в силу больших дистанций и отрезков, на которые поделено побережье, как зоны перемещения этих инертных материалов. Вот, исходя вот из этой всей картины, можно сделать вывод о том, что при всей трагичности и драматичности произошедших экологических событий, которые трактуются однозначно как экологическое бедствие, оно вряд ли сколь-либо серьезным образом окажет воздействие на Абхазское побережье. В Госкомитете по экологии Абхазии несколько раз в год берутся пробы морской воды на допустимое содержание нефтепродуктов. После крушения танкеров мониторинг будет проводиться чаще. И в прессе появляется много информации о том, что южнее Анапы, вплоть до Головина, вот я тоже читал, обнаружены пятна этого мазута, что когда-то она дойдет до Сочи и далее к нам, исключить, конечно, нельзя. Нашим инспекторам поставлена задача проводить такой визуальный мониторинг акватории Черного моря на наших берегах, в районе Гагры, Лахадзы там, и так далее. Ну, пока, слава богу, это насколько позволяет визуальный мониторинг. Ну, насколько часто этот анализ вообще необходимо проводить? Ну, в летнее время мы проводим это чаще. Но в зимнее время не было необходимости, ввиду того, что курортный сезон у нас прекращается. У нас все-таки вокруг курорта все это связано. А в связи с тем, что произошло, наверное, мы будем брать чаще, чтобы держать на контроле и мониторить эту ситуацию. Но были случаи, когда по содержанию нефтепродуктов в море превышали нормы? Были такие случаи, и с чем они были связаны? Ну, нельзя сказать, что при анализе не были обнаружены содержание нефтепродуктов, но они, как правило, не превышали допустимые нормы, и потому говорить или бить тревогу надобности не было. И повторюсь, опять в летнее время все-таки мы держим эту ситуацию на контроле. А в зимнее время мы, как правило, не проводим, если не произойдет какой-то эксцесс, чтобы скажем. По прогнозам ученых, мазут не проникнет в наши воды, но влияние его на всю экосистему моря однозначно. Мазут вреден для всех его обитателей. В результате аварии погибли десятки тысяч водоплавающих птиц. Каждый день находят мертвых краснокнижных дельфинов-азовок. Экологи говорят о том, что последствия аварии могут ощущаться не менее 10 лет. Это серьезное экологическое бедствие. В первую очередь, буквально в первые дни, когда объемы плавающего мазута были достаточно большие, занимали площади, пострадало большое количество птиц.
и дельфинов. Естественно, что наиболее пострадавшей частью экосистемы в данном случае оказались дельфины, относящиеся к самому мелкому представителю дельфинов Черного моря. Это эндемичный подвид, который называется азовка или пихтуном. Это самый маленький дельфин. Он вообще держится в прибрежной зоне, он не уходит далеко в море. И именно этот вид оказался наиболее уязвим, подвержен воздействию, значит, плавающих нефтепродуктов. А также целый ряд морских птиц, и в первую очередь это были нырки. Бакланы, нырки, то есть рыбоядные птицы, которые также питаются рыбой в прибрежной зоне моря. Их оперение быстро загрязняется, и при этом они теряют способность не только к полету, но и к тому, чтобы нырять, для того, чтобы добывать себе пищу. И естественно, что без помощи человека, без участия человека, без очистки их оперения уже существуют отработанные методики, и большое число волонтеров включились в этот процесс спасания птиц, отмывания их от нефтепродуктов для того, чтобы дать им возможность выжить. Конечно, эти действия очень важны, но зачастую получается так, что они касаются только части популяции, которая оказалась под воздействием нефтяного загрязнения. Может осесть какое-то количество мазута на дно, и, соответственно, донные или промысловые, непромысловые рыбы, не имеет любая живность, которая кормится в море, соответственно, при наличии определенной кормовой базы или бентоса, но под действием этих фракций мазутные, они могут уничтожить эту кормовую базу, и, соответственно, это все отразится на состоянии популяции морских животных. То есть пока в полной мере оценить масштабы катастрофы теоретически мы можем, но практически как это будет реализовываться, сложно предугадать. Экосистема Черного моря способна перерабатывать органические соединения. Часть мазута постепенно распадется, часть будет переработана бактериями. Но ресурсы у моря по самоочищению не безграничны, напоминают ученые. Для сокращения негативного воздействия на экосистему моря единственным решением остается механическая уборка мазута с побережья. Любой водоем, он способен самоочищаться, но опять-таки самоочищаться до какого-то предела. Когда уровень или точка энтропии достигнута и естественным процессом это невозможно самоочищение, то наступает на самом деле масштабная катастрофа, куда должен вмешаться человек и приводить в соответствии с определенными экологическими требованиями. Учитывая то, что это еще и произошло зимой, когда значительная часть экосистемы находится, ну, можно говорить, в каком-то спящем состоянии. И это тоже некий такой положительный аспект. Если вообще в целом оценивать картину, общий объем нефтепродуктов, который попадает в Черное море в течение года, он оценивается в 100-120 тысяч тонн. Но это имеется в виду, что подобного рода события, когда локально происходит разлив такого объема, носит вообще очень редкий характер. Это можно по пальцам пересчитать в Черном море подобного рода событий. Но если
говорить об общем объеме, то он оценивается за 100 тысяч тонн. При этом, конечно же, Черное море, его экосистема обладает способностью перерабатывать органические соединения, которые попадают в эту среду, и огромный объем бактерий, которые используют эту органику в качестве, значит, своей пищи, ресурса, они могут перерабатывать. Особенно наиболее активно этот процесс происходит в прибойной полосе, в зоне активного перемешивания вод, насыщения кислородом, и своего рода такой биологический реактор, который перерабатывает большую часть органических загрязнений, которые поступают в Черное море. Но при этом Черное море обладает ограниченными возможностями переработки загрязнений в силу того, что живой объем Черного моря, он фактически представляет собой только верхний слой, около 100 метров, 150 до 200 метров живого слоя воды, которая насыщена живыми организмами, бактериями, а глубины Черного моря от 200 метров и до 2 с лишним километров глубин, они фактически безжизненны, кроме нескольких видов бактерий, заражены сероводородом эти толщи, поэтому они практически не участвуют в процессе переработки этих загрязнений. Конечно же, последствия этой катастрофы, они будут проявляться на протяжении не менее, пожалуй, 10 лет. Здесь надо иметь в виду, что этот нефтепродукт, он будет формировать комки, которые будут очень сложно разлагаться в силу того, что у них будет не очень небольшие площади соприкосновения с внешней средой, и, соответственно, комки будут медленно перерабатываться бактериями, которые разлагают нефтепродукты в естественной природной среде. Сам процесс уборки, он тоже очень сложен. Почему? Потому что он практически не механизирован. Это, по сути дела, в большинстве своем это ручной труд, это механическая уборка, потому что практически за небольшим исключением это придется все производить вручную. И при этом вместе с мазутом придется убирать достаточно большие объемы грунта. Как это повлияет потом на побережье, на сам берег? Ну, сказать, что здесь какие-то очень большие объемы грунта будут выбираться с побережья, об этом не приходится говорить, хотя, может быть, на некоторых уязвимых участках, особенно там песчаных пляжей, может быть, конечно, это несколько будет чувствительным в местах очень сильного загрязнения. Но здесь возникает другой вопрос. Значит, вот этот грунт, который был убран с побережья, он должен быть где-то складирован. И естественно, что в России есть достаточно большой опыт, и есть компании, которые занимаются утилизацией загрязненных грунтов от нефтепродуктов. Мы помним, как в Мексиканском заливе произошла эта катастрофа несколько лет тому назад. Вот. То, что произошло сейчас на нашем море, это говорит о том, что техногенные катастрофы предсказать невозможно. Они могут проявиться в любое время и нанести непоправимый ущерб. И потому надо осторожно и рассуждать, и претворять в жизнь то, о чем иногда говорится в обществе, о добыче нефти там, и так далее. Во всяком случае, наша страна еще не приспособлена, или мы не имеем достаточных материальных
средств, чтобы вести активную заботу, борьбу, работу по, не дай бог, если до наших берегов достигнет этот мазут, то у нас нет никаких приспособлений. Мазут находят как в виде рассеянных пятен, так и сплошных участков загрязнения. С повышением температуры воздуха и воды нужно ожидать поднятия тяжелых фракций с дна моря на поверхность. Поэтому времени на минимизацию последствий от экологической катастрофы крайне мало.